Хәерле көн. Менә без кайттык федераль Сабантуйдан Кемерово шәһәрдән. 23-нче тапкыр федеральный Сабантуй и 3-нче тапкыр шахтер Сабантуй. Менә алар бергә үтте. Менә без анда дулкынланып, рухланып, иманны үстереп, шулай иттереп яхшы кәефләр белән кайттык. На самом деле вот мы должны подумать с вами, что такое Сабантуй. И мы должны на эту тему поговорить с молодежью. Что такое Сабантуй? Это спектакль, это концерт, это действие или это что? Вот мы на эту тему каждый раз разговариваем. Сабантуй, он у нас в крови, в генетике. Это наш главный праздник, это наша Олимпиада. И мы к нему готовились целый год. Одежду готовили, к соревнованиям готовили. И вот когда посевные работы заканчивались, освобождались ненадолго перед сенокосом лошади, и тогда, значит, устраивали этот Сабантуй. Он, конечно, всегда был в конце мая, в начале июня, но теперь уже вот он перешел на июнь месяц. Был федеральный Сабантуй в Кемерово. Первое, что мы сейчас рассказываем молодежи, это что такое профессия шахтер, как она связана с татарами. Шахтеры, татары, они возникли в конце XIX века. Уже тогда были зимородки, их называли. Это в Донецк и Кузбасск. Еще Кузбасс только разрабатывался, и Донецк. Туда ездили наши шахтеры в царские времена, и там они работали. И после завершения полевых работ их называли зимородки. Некоторые из них приезжали с русскими, украинскими женами, некоторые оставались там навсегда жить. И это была какая-то вот связь. И поскольку профессия шахтер – это необычная профессия, требует огромного духа, трудолюбия, самоотверженности, именно татарской нации вот эти качества свойственны. И вот это был такой обмен информацией, обмен опытом, обмен, и вот эти шахтеры приходили, это была очень уважаемая профессия. И у нас тогда возникли династии шахтеров. И дед, и отец, и сын, вот они ездили на зиму шахтер, возвращались или оставались там, были династии шахтеров. И когда была Столыпинская реформа, это уже в начале 20-го года, это приобрело еще более массовый характер, и в шахтерах была необходимость, и еще очень много татар поехало работать в шахтах. Потом у нас была революция, потом у нас возникли металлургические заводы, уголь нужен был новой, молодой, значит, стране, Советский Союз. И вот это вот шахта из поколения в поколение, люди работали. Это был, во-первых, заработок, все-таки уровень дохода тогда у шахтера был немного больше. Вот. И, конечно же, когда у нас предвоенные годы, особенно военные и послевоенные годы, шахтеров даже давали, их не отпускали на фронт. Потому что стране нужен был уголь, нужны были танки, нужна была сталь. И вот это именно Новокузнецк, Кемерово, вот там ковалась наша победа. Поэтому вот мы большое внимание этому уделили. Я считаю, что это один из удачнейших проектов Всемирного конгресса татар Василия Шахразеева, то, что вот это вот подняли эту тему шахтеры, татары. И вот я был в прошлом году в Новокузнецке, был Сабантуй шахтеров. Ну, как-то так по традиции, опять-таки Москву представлял и Московскую область я один. И вот нынче эти два Сабантуя совместили в Кемерово, и прошло такое, значит, мероприятие. Федеральный Сабантуй. Здесь были представлены все татарские организации автономии, конгрессы. Был он, значит, прошел он 2 дня. Вот 30 июня было конно-спортивное соревнование деревня Кабаново. И 1 июля вот, на Московской площади. 30 июня были эти вот конные скачки, конная демонстрация лошадей. Ведь опять-таки татарская нация неотъемлемо связана с лошадьми всегда была. Или это были воины, или это были сельские работы, но больше воины. Всегда татарин был на лошади. Поэтому всегда на Сабантуе были вот эти скачки, были конкурсы. И вот если мы с вами задумаемся,
Какие конкурсы основные на Сабантуе? Это по шесту надо было идти, держать равновесие. Это нужно было учиться завоевывать вал, крепость. Подниматься на шест на столб. Это смотровая площадка, подниматься на дерево. Битва на мешках, это такое вот ловкость. Это борьба кряж. Изюминка Сабантуя всегда борьба кряж. Это тоже воинственный такой, значит, вид спорта. Но параллельно с этим всегда был юмор, всегда были народные забавы. Это и с коромыслом девушки ходили, это и ножницами подрезали, значит, сувениры. Всегда была лошадь, которая собирала подарки на Сабантуй, и потом это все раздаривалось. Пользуясь случаем, мне хотелось бы поднять тему, что федеральный Сабантуй частично финансируется, а городские Сабантуи, деревенские, они тоже нужно, вот эти основные виды соревнований, 8-10 соревнований, их нужно включить в бюджет, потому что Сабантуй начинает зависеть от уровня спонсорских вложений, так сказать. Вот, нужно обязательно, чтобы это была федеральная программа. В зависимости от количества людей проживания в городе выделялись финансовые средства на основные виды состязаний. Вот это очень наболевший вопрос, который у нас давно обсуждается. Здесь федеральный Сабантуй, конечно же, придал этому значение, статус наш Раис Рустем Нургалеевич, глава Кемеровской области. Параллельно они там решали и вопросы по автономии Кемеровской области. И Василий Шахразиев, который в год проводит 150 дней в командировках. Он всех татар, все татарские автономии, все татарские конгрессы он в течение года несколько раз по мере возможности посещает. И это дает большой толчок. Или это здания они татарские открывают, или школы, или какие-то вопросы, потому что он у него он вице-премьер, и это ему проще. Вот, поэтому, значит, собрались все вот эти вот, значит, организации. Чем отличался этот Сабантуй от других? То, что всегда в татарской среде находятся инициативные, бескорыстные такие люди. И вот молодежь из Сочи, руководство автономии из Сочи, организовали в первый день такой круглый стол в нерабочей обстановке с борцами, с судьями, с приглашением автономии Нижегородскую, Екатеринбург, значит, Сахалин, все были там. И вот был такой очень у нас хороший душевный вечер, мы благодарим за это, конечно же, Конгресс автономии города Сочи. На второй день, когда уже все разъезжались 1 числа, также вечером организовали караоке, дискотеку татарскую. Это, конечно, наши активисты нижегородские. Они всех пригласили к себе на Сабантуй 9 числа, пригласили уникального диджея, который завел всех. И так вот 2 дня подряд, такого массового, почти по 100 человек, в Кемерово еще и за полночь звучали громко коллективные татарские песни. Это было здорово. Вот. Мы хотим, значит, сейчас встретиться, пригласили сюда автономию Кемерово, автономию Новокузнецка. Сегодня мы отправили книги, 50 книг, автономии Новокузнецка. На следующей неделе отправим книги Кемерово. Мы в прошлом году познакомились, у нас была презентация книги и в Кемерово, и в Новокузнецке, у нас с ними хорошие отношения. Также там были у нас представители и Луганска, Донецка, много было священнослужителей, был сам Альбир Хазрят, вот, с ним мы тоже так пообщались. И на второй день практически вот круглый стол, там принял участие и глава Лениногорска, и председатель правительства Кемерово. Поэтому, значит, очень удачный был Сабантуй, несмотря на то, что были шероховатости, связанные с погодой. Посмотрите вот программу вот Сабантуя. Здесь было, значит, и гастрофестиваль, и концертная программа творческих коллективов, концертная программа творческих коллективов Сибирского федерального округа, выставка национальных подворий, торговые ряды предпринимателей Кузбасса и Татарстана, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы для детей и взрослых,
всероссийские соревнования по кураж, фестиваль гиревого спорта, национальные детские и взрослые игры, соревнования по силовым видам спорта. Вот в первый день, 30-го, был прием губернатора, главы, значит, Кемерово, был высокого уровня концерт. И вот эта вот высокая планка была задана исполнителями из Казани, и встречно вот эти два концерта, два Министерства культуры параллельно подготовили концертную программу и в первый день, и на Сабантуе. И это было как-то смотрелось здорово. Очень много людей было в национальных костюмах. И это тоже придавало Сабантую какой-то такой дух национальный. Значит, вот всегда после мероприятия мы не можем обойтись без обсуждения в кулуарах пожеланий на будущее Сабантуя. Первое. Сабантуй в древности еще всегда использовался как мероприятие для знакомства молодежи. Вот Национальный конгресс татар наш на своей площадке проводит в год до 30 вечеров знакомств и аллагаев. Вот было бы хорошо в формате Сабантуя, чтобы были 2-3 площадки для знакомства молодежи по формату аллагай. Было бы хорошо устроить какие-то бизнес-сообщества, сбор предпринимателей. Также у нас в ВКТ есть уникальная организация, это Ак-Калфак. Вот Ак-Калфак, чтобы был в полной мере представлен на федеральном Сабантуе. Также уже у нас давно зреет идея, вынашивается, чтобы при аппарате президента России, с которыми мы достаточно плотно сотрудничаем, у нас в Координационном центре Национального конгресса 6 человек, бывшие работники аппарата президента России, чтобы наконец-то создать совет старейшин татар, поскольку татары вторая нация, чтобы он был не казанский, а российский совет старейшин татар при аппарате президента России. Вот эту идею также мы там обсуждали. Ну, конечно же, нужна дискотека молодежная. Дискотека молодежная. И именно вот нынче в Кемерово был представлен очень высокий уровень спортсменов-борцов. Это чемпионы мира, России. Была интереснейшая борьба, собрались самые сильные. Был, значит, подарен автомобиль от Раиса Татарстана, микроавтобус был подарен, значит, автономии Кемерово. В целом Сабантуй все уехали воодушевленные, все уехали довольные, очень много контактов между собой. На второй день во время торжественного мероприятия меня попросили выступить. Я пожелал, значит, поблагодарил, конечно же, ВКТ, поблагодарил встречающую сторону Кемерово, также сказал свои пожелания на будущее Сабантуе. И там у нас сейчас в Конгрессе татар созданы 25 землячеств тех городов, где количество татар превышает 30-50 тысяч. Вот мы уже на эту тему со многими там разговаривали, я еще раз обратился, что в Москве при Конгрессе татар у нас организованы землячества, молодежных студенческие землячества 25 городов, где большое количество татар, которые приехали в Москву, учатся в институтах или после института работают. Это молодежь. Вот. Также у нас есть землячество Новокузнецка и Кемерово, Тюмени, Самары, Саратова, Башкирская, Нижегородская, Пензенская, Мордовская, Оренбургская, Астраханская. Вот 25 землячеств. Вот это тоже всех очень заинтересовало, многие не знали. Будем надеяться, что увеличится у нас вот эти землячества. У нас очень тяжело поддерживать планку наших подписчиков и тяжело поддерживать планку просмотров. Да? Поэтому мы себе ставим задачу, вот на Сабантуе мы раздали 5000 визиток, которые некоторые раздадут на местах, кто-то кому-то передаст, от наших 4 YouTube-каналов, где уже количество просмотров больше 6 300 000. У нас также вот остальные соцсети,
Вот мы раздали визитки, пригласили всех к сотрудничеству, поэтому это тоже неотъемлемая часть нашего визита на Сабантуй. Хорошего здоровья всем, хорошего настроения. Татарский язык, как сказал наш раис Рустем Нургалеевич, он в большей степени сейчас зависит от энтузиастов на местах. Вот кто занимается на местах, насколько он этим занимается, вот от них сейчас, от общественников, от нас с вами, от каждого из нас зависит сохранение татарского языка, культуры. Поэтому хотелось бы обратиться к каждому, вот, кто на своем месте, с молодежью, со взрослыми, со всеми. Очень тяжело идет сейчас сохранение татарского языка, культуры, наших древних обычаев. Давайте всем миром и каждый будем заниматься этим вопросом и с гордостью, с достоинством передадим все это будущим татарам, будущим поколениям. Когда мы там собрались, я ко всем обратился. У нас был микроклимат дружеский. Мы ведь между собой не родственники. Но, видимо, татар тянет друг к другу. Ведь нас всех объединяет наша богатейшая история. Нас с вами объединяют люди, личности, герои, известные, ученые, а ими тоже мы все вместе с вами гордимся. У нас есть кем гордиться, есть чем гордиться. Поэтому давайте вот эту разъяснительную работу, эту беседу с молодежью будем постоянно с вами проводить. Спасибо.